Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Под Новый год все у нас потихоньку начинает дорожать. Контрольная закупка. До Нового года остались считанные дни. В преддверии праздника мы решили выяснить, сколько будет стоить накрыть стол и не ударит ли это по семейному бюджету. То, что сделано своими руками, это намного больше ценится. Уникальные изделия ручной работы, украшения и выпечка во Владикавказе провели благотворительную ярмарку «Формула добра». Кто участвовал и на что пойдут вырученные средства? Я доволен. Победа есть победа. Теперь уже абсолютный чемпион лиги ЛФА Азамат Бекоев вернулся домой с очередной победой. Осетинский боец взял верх над бразильцем Лукасом Фернандо. В аэропорту его встречали родные, друзья и фанаты. Мощный ветер сегодня обрушился на Северную Осетию. Поваленные деревья, крыши зданий натиска не выдерживали даже бетонные линии электропередачи. Ряд улиц Владикавказа на несколько часов остался без света. Коммунальные службы города устраняют последствия. Стихия оставила без электроэнергии и села в районах. Ее уже восстановили на водозаборе Южный в Алагерском районе, в 6 населенных пунктах горной части пригородного района, включая Кармадон, Верхнюю Санибу. К другим темам. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи как важнейший элемент межнационального и межконфессионального мира и согласия в Северной Осетии. Конференцию на эту тему провели в СОГУ. В работе участвовал Сергей Миняйло. Глава отметил, одна из главных задач – укрепить единство и сплотить народ республики, поддержать политическую стабильность и устойчивое экономическое развитие. Отдельно Сергей Миняйло уделил внимание развернутой кампании против молодежи Северного Кавказа. Ее цель, по его словам, размыть культурные ценности и устои народа нашей страны. И противостоять этому можно. Важно формировать не только приверженность к здоровому образу жизни, но и формировать здоровый образ мыслей. Недавно в соцсетях распространилось видео, на котором люди с бензопилой вырубали сосны. Кадры из Абай-Тикау вызвали резонанс. Наша редакция решила разобраться в ситуации. За комментарием мы обратились в госучреждение «Заповедная Осетия-Алания». Специалисты рассказали, участок земли, на котором вырубали деревья, в частной собственности. Долгое время он никак не использовался. По словам сотрудников природоохранной организации, владелец подал заявление в администрацию Цейского сельского поселения и получила соответствующее разрешение. К нам она пришла на уведомление того, что она будет прочищать там свой земельный участок. Это разрешение у нее действует до 3 месяцев. Молодняк сосны не попадает к категории реликтовых лесов, потому что он ценности не имеет, очень мелкий. Не подтвердилась информация и о вырубке деревьев на границе садоводства учителей парка Нартон. Напомним, видеокадры с огражденным участком земли распространили в соцсетях. Жители были обеспокоены ситуацией. На место выехали сотрудники администрации Владикавказа. По словам специалистов, земельный участок площадью 8 соток принадлежит физлицу. Также они установили, что в 2015 году постановлением АМС города территорию предоставили некоммерческому партнерству «Нартон» для строительства дач. Но, по словам начальника управления по контролю за городским хозяйством Казбека Мамаева, собственник не вправе проводить работы без разрешения администрации Владикавказа. В настоящее время управлением муниципального имущества и земельных ресурсов администрации города Владикавказа 18 декабря 2023 года в Верховный суд Республики направлена апелляционная жалоба, в которой поставлены были вопросы о запрете проведения любых строительных работ на земельном участке, их аресте, восстановлении срока на апелляционное обжалование и отмене решения Советского районного суда.
Новогодний ажиотаж в своих целях умело используют мошенники. В интернете они размещают объявления о продаже елок, новогодних игрушек и фейерверков. Покупателей привлекают низкими ценами. Только за последнее время в полицию обратились 7 человек. Сумма ущерба около 300 тысяч рублей. Одна из жертв – девушка из Владикавказа. Она написала в аккаунт магазина, выполнила главное условие – полную предоплату и перевела 24,5 тысячи. Она даже получила уведомление, что ее заказ отправлен на обработку и скоро придет трек-номер. Однако потом потерпевшую заблокировали и удалили аккаунт. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Им грозит до 6 лет лишения свободы. МВД республики просит жителей быть бдительными, внимательно выбирать интернет-площадки по продаже товаров и услуг, проверять отзывы и по возможности не перечислять предоплату. Во сколько обойдется Новый год? В преддверии самого любимого праздника россиян мы решили посчитать, сколько денег придется потратить на праздничный стол. В списке популярные продукты, без которых не обходится ни одно застолье. Какой вышел средний чек и на чем удастся сэкономить, расскажет моя коллега Алина Цгоева. Что будете обязательно ставить на новогодний стол? Мандарины, апельсины, шампанское. Оливье. Что еще? Ну, само собой, оливье, холодец. Я думаю, как всегда, оливье, салаты, а потом, значит, из горячего что-то, потом холодец и наши традиционные пироги. А во сколько обойдется каждый ингредиент в нашем регионе, мы обязательно посчитаем. Но в среднем по стране семья из 4 человек потратит от 5500 рублей. Год назад сумма составляла 4994 рубля. Сколько мяса стоит говядина? 505 рублей на кости в среднем. А если курица, то 189 цена за килограмм. Стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год выросла на 9,17%. Традиционно больше всего дорожают овощи, огурцы, помидоры, картофель, морковь, капуста. Связывают это эксперты с сокращением выращивания отечественных овощей открытого грунта. Потихоньку начинает дорожать. Это те продукты, которые обычно мы берем на Новый год к столу, скажем, к примеру, такие как яйца, мясо, колбасные изделия, консервация. Конечно, самым дорогим ингредиентом в этом списке получается десяток куриных яиц. Дешевле 135 рублей сейчас не найдешь. А для эталонного набора блюд, как в самом новогоднем фильме «Ирония судьбы», их вообще нужно 2 десятка. Самым дорогим продуктом для праздничного стола в расчете за килограмм, естественно, является красная икра. Она с ноября прошлого года подорожала на 7%, с 5,7 тысяч до 6,1 тысячи рублей. Но есть и продукты, которые за год немного подешевели. Так, картофель снизился, стоимость с 30 до 28 рублей за килограмм, упали цены и на майонез с 280 рублей до 276. Вот и получается, что, переводя на наш регион, средний чек на покупку в этом году подскочит аж до 8000 рублей. Ведь многие привыкли делать сырные и колбасные нарезки. И какой Новый год без мандаринов и шампанского? Также некоторые семьи с детьми покупают к столу торты и конфеты. Это еще плюс 2000. Надеюсь, 5 хватит. Что могу, покупаю. А Но сколько... не дешево во всяком случае. Сколько готовы потратить на новогодний стол? Вот получу пенсию, да? Пенсия не Хотя бы примерно. Ну, 1003 не больше. Больше не могу. 1020-25. И сэкономить как бы не хотелось, не получится, говорят люди. Стандартное меню на то и традиционное. А в нашей республике еще и осетинские пироги. Главный атрибут любого праздника, и без него совсем никак. Если прибавить к полученной сумме еще примерно 1000, вот и получается, что новогодний стол в Северной Осетии обходится в среднем в 10 тысяч рублей. Алина Цгоева, Алина Меликова, Сармат Сугаров. Новости Осетии. Чтобы праздник удался, необходимо своевременно подумать и о новогодних украшениях. Об этом позаботились школьники и студенты республики. Сегодня в парке имени Жуковского провели благотворительную ярмарку «Формула добра». Любой желающий мог приобрести уникальные изделия ручной работы и при желании вкусно перекусить. Конечно же, не обошлось без танцев и поздравлений с наступающими праздниками. Слово Зои Атараевой. От разнообразия буквально разбегаются глаза. Купить подарок и совершить доброе дело может каждый. Елочные украшения, вязаные игрушки, деревянные шкатулки, сумки и выпечка. Все это дети сделали своими руками.
Каждая девочка вложила в это изделие, в эту игрушку свою душу. И я думаю, то, что сделано своими руками, это намного больше ценится, чем это сделано на автоматах. Внести свой вклад пришли целыми семьями. Самые маленькие смогли попробовать себя в творчестве. К примеру, студенты торгово-экономического колледжа подготовили для них мастер-класс по росписи пряников. Я участвовала в первый раз, и мне понравилось это, потому что я доставляю радость детям. Видеть улыбки на лицах – это очень прекрасно. В преддверии Нового года жителей и гостей республики своим появлением обрадовал Дед Мороз прямиком из Великого Устюга. Настоящую праздничную атмосферу на площадке создали танцевальные и музыкальные коллективы. Равнодушным не остался никто. В ярмарке «Формула добра» участвовали учреждения специально-профессионального и дополнительного образования со всех районов республики. Гостей поприветствовала министр образования и науки Элла Алибекова. Безусловно, вся воспитательная работа, которая есть сегодня в системе образования в нашей стране, она направлена на то, чтобы формировать личность. И если говорить про духовно-нравственные ценности нашей страны, которые испокон веков всегда были очень сильными, то, наверное, вот такие мероприятия позволяют сформировать людей, которые любят свою страну, которые гордятся своей страной, и людей, которые хотят в будущем внести существенный вклад в развитие своей страны. Познакомиться с традициями и культурой региона пригласили учеников из Новополтавской школы Черниговского района. Ребятам показали достопримечательности и рассказали об обычаях. Гости остались под большим впечатлением. Были в горах, в монастырях, в парке, в театре, в музеях. Вы знаете, мы увидели вот эту осетинскую гостеприимность, хлебосольство, которым мы тоже очень богаты. И любовь вашу. Пусть вот эта вот любовь ваша столицей вам воздастся от нас. Как говорится, как запустил бумеранг в 10-кратном размере, он вернется с той же любовью. Спасибо вам большой и низкий поклон за такое участие в нашей сегодняшней судьбе. Все вырученные средства с ярмарки перечислят в благотворительный фонд «Иристон». Их направят на поддержку нуждающихся. Зоя Тараева, Заур Кодзаев. Новости Осетии. Абсолютный чемпион в одной из ведущих лиг ММА Азамат Бекоев вернулся на родину после блестящей победы. В аэропорту родные, друзья и поклонники встретили спортсмена с традиционными 3 пирогами и национальным пивом. Напомним, осетинский боец взял верх над бразильцем Лукасом Фернандо и единогласным решением судей завоевал пояс ЛФА в средней весовой категории. Турнир прошел 16 декабря в Лас-Вегасе. Теперь, по мнению специалистов, у Азамата есть неплохие шансы подписать контракт с UFC. На счету Бекоева 17 побед и 3 поражения. По его словам, это один из самых ярких боев за всю его карьеру. Я не знаю, как это описать. Вот на родной земле, я думаю, мне сейчас намного радостнее, чем когда я вот этот пояс выиграл. Меня так встречают, если честно. Немного в шоке нахожусь пока. Я вообще ожидал даже досрочную победу, хотел стойки показать, но там по ходу боя немного пришлось корректировать и пришлось бороться. Показал осетинские авиалинии. Ну, я доволен, победа есть победа. И это были все новости. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.